Первое, с чего я хотела начать, это, конечно, спасибо большое за возможность выступить сегодня, да, на этом значимом мероприятии. Мы с надеждой, мы представители, ну, вот, жители Центральной Азии, с надеждой и большой тревогой смотрим и следим за тем, какие решения принимаются в отношении лесов Российской Федерации, да, и лесов вот, континента в целом. И вот почему. Вот обратите внимание, это соотношение территорий экосистем в Центральной Азии. И вы можете заметить, что леса составляют всего порядка 2% этих территорий. Да, и в основном это степи, пустыни, да, вот такие низкопродуктивные экосистемы. И при этом нужно отметить, что в связи с горным ландшафтом и горным рельефом экосистемы эти очень фрагментированы, и они представлены выделами различной степени сохранности. И вместе с тем это приводит к очень высокому разнообразию экосистем и видового экосистемного разнообразия. Но вот сохранить это разнообразие крайне сложно, если мы будем просто использовать ну, вот, обычную систему нашу и интегрировать их, пытаться защитить их организации особо охраняемых природных территорий. Да? Вместе с тем нужно сказать, что именно эти естественные экосистемы, они вносят серьезный вклад и в стабилизацию климата, и в водный режим и так далее. Но низкое количество территорий лесов, оно делает нас зависимыми от других лесов континента. Поэтому, конечно, для нас это крайне важно, а какие решения примете вы. Нужно сказать, что вот анализ законодательства Центральной Азии показал, что леса нигде, ни в одной из стран Центральной Азии не определяются через экосистему. То есть, к сожалению, это вот такой атовизм, который говорит о том, что фактически вот все леса, они, ну, так или иначе имеют пользовательский, да, такой подход через определение, только вот если мы смотрим на терминологию, да. И вот то, что касается того, какой опыт, да, сохранения существует сегодня в регионе, я хотела привести пример закона Кыргызской Республики об особо охраняемых природных территориях, куда интегрировано понятие микрозаповедников и процедура создания этих самых микрозаповедников. То есть таким образом это небольшие выделы, которые могут создаваться решением органов местного самоуправления, и таким образом защищаться вот те небольшие элементы, да, те небольшие фрагменты природных экосистем для того, чтобы создавать, ну, такие вот сети, коридоры естественных экосистем и накрыть этой сетью, ну, практически всю страну. Если приблизиться и посмотреть вот конкретику, да, как это делается, то вот здесь вот я хотела привести вот такую вот схему, да, обратите внимание, что здесь вот выявляются так называемые матрицы, да, то есть те сохранившиеся естественные экосистемы, вот как Наталья Васильевна очень важно сказала, да, сейчас, мне прям это очень понравилось, да, что именно вот эти вот, ну, как бы сохранившиеся элементы, да, они должны быть, ну, так называемыми семенами, да, экосистемы, которая будет дальше разворачиваться. Ровно так же, как мы все знаем с вами принцип цитуля-ля-цитуля, да, клетка от клетки, человек от человека, и точно так же экосистема от экосистемы. На сегодняшний день экосистема, и мы сейчас уже приближаемся к пониманию всей сложности экосистемы, мы понимаем, что воссоздать с нуля экосистему – это крайне сложный, практически невозможный процесс, то, соответственно, нам нужно выявлять вот такие сохранившиеся территории, да, где вот эти вот структуры еще сохранены, и вот вокруг них обустраивать территории для того, чтобы эта экосистема могла увеличивать зону своей жизни. И, как показал наш опыт, для естественного восстановления требуется, ну, порядка 5-7 лет. Вот если я привожу пример сейчас в данном случае пойменного леса, они являются одними из, ну, очень важных лесов Центральной Азии, потому что воды не хватает, риски чрезвычайных ситуаций в горах крайне высоки, поэтому вот эти вот экосистемы являются для нас очень значимыми. И таким образом мы стимулируем и используем процесс восстановительных сукцессий, который вот запускается благодаря наличию этих матричных комплексов. И вот в данном случае есть разработанный профессором Эмиль Джапаровичем Шукуровым ряд принципов, по которым это работает. Это и опора на внутренние ресурсы, принцип не мешать, да, там, стараться помогать, но не влазить глубоко вот в те процессы, которые запускаются естественным образом, замещать функции деструкторов, увлажнять и так далее. И вот в качестве примера я хотела бы вам только в конце показать вот эту фотографию. Это уже работающий микрозаповедник, который был создан в
в прошлом году в пойме недалеко от озера Иссык-Куль, возможно, кто-то из вас слышал об этом озере, высокогорное озеро, здесь произошло огораживание, и вот происходит естественная сукцессия и восстановление тех видов, которые исконно присущи этой территории. Я с большим удовольствием готова делиться той информацией, которая есть у нас, и спасибо большое за возможность сегодня говорить и за возможность принимать участие в этом значимом для всех нас мероприятии.